Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Новости на моем канале выйдут 9 марта, а записываю я их 8 марта. И хочу поздравить всех своих зрительниц с Международным женским днем. И напомнить, что 8 марта это день не только про подарки и цветы, а главным образом о защите прав женщин по всему миру. В этот день женщины по всему миру выходят на протестные акции, чтобы напомнить о своих правах. В 1977 году Ассамблея ООН признала день 8 марта Международным женским днем, а в 1857 году впервые женщины вышли на протест. Это были работницы ткацкой фабрики, которые были возмущены ужасными условиями труда и мизерной зарплатой. Несмотря на то, что в Европе обстоят дела с правами женщин намного лучше, чем во многих других странах, но все равно по-прежнему в первую очередь на женщин возлагают ответственность и вину за неудачу в отношениях, за бардак в доме, за неуспехи детей в школах. И в Словении, как и в других европейских городах, пройдут митинги за права женщин. Близится туристический сезон, и мошенники уже активно приступили к своей работе. Дерзкая кража произошла в одном из баров в центре Любляны. 28-летнему марокканцу удалось незаметно достать из кармана женщины телефон, в то время как она разговаривала в баре с приятельницей. Хорошо, что поблизости оказались полицейские, которым удалось по горячим следам поймать этого человека. Карманные кражи широко распространены по всему миру, и особенно в крупных городах. Обычно карманными кражами занимается организованная группа людей, наученная различным трюкам, чтобы отвлечь жертву. Как правило, они охотятся за наличными, за картами и за телефонами. Человеку нужно иметь хоть толику недоверия, чтобы не попасться к ним в лапы. Орудуют мошенники, как правило, в местах массового скопления людей. Обычно это железнодорожные и автовокзалы, автобусы и главные площади городов. Будьте бдительны, не становитесь жертвами воров. В это время года в Словении у жаб начался брачный сезон, и они активно стремятся к водоемам, чтобы отложить в воду свою икру. На пути к этим водоемам подвергают себя опасности, пересекая автодороги. Вы можете стать защитником жаб. Для этого вам понадобится фонарик, лучше всего налобный, чистое ведро и, по желанию, силиконовые перчатки. Будете собирать жаб в свое ведро и помогать им безопасно пересекать дорогу по пути к водоему. Я так понимаю, что французы не будут допущены к волонтерству. Словенское правительство открыло посольство Словении на Филиппинах. Таким образом, они планируют облегчить получение словенских виз для филиппинцев. Напомню вам, что сейчас в Словении живет более 400 филиппинцев. И, видимо, правительство Словении хочет, чтобы их стало в Словении больше. Для справки, на Филиппинах проживает 114 миллионов человек. В пятницу в 11 утра в полицейское отделение Марибора поступил звонок. На горнолыжном курорте Пахория с кресельного подъемника с высоты 2 метров упала 70-летняя женщина. Она не успела вовремя сойти с подъемника, возможно, просто задремала. Женщину в тяжелом состоянии оперативно на вертолете доставили в клиническую больницу в Любляне. Слава богу, она осталась жива. Известные словенские термальные курорты решили ввести новый тренд в 2025 году, запретив детям посещать свои термальные источники. Термальные курорты Римские термы, Амалия и Диана Спа Темпле уже хвастаются своими результатами. Оказывается, только за 2 первых месяца 2025 года их выручка значительно увеличилась. Мы были особенно удивлены тем, что новая функция была воспринята так позитивно. Гости больше всего удовлетворены тем, что все предложения предназначены в первую очередь для взрослых, и что они могут по-настоящему расслабиться в бассейне и оздоровительном центре. Конечно, есть определенный процент гостей, которые не одобряют изменения. Видимо, процент недовольных гостей – это и есть дети, либо родители, которым не с кем оставить детей дома. Друзья, и в конце новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от +6 до +13, дождь.
Алиса, кстати, поздравляю тебя с Международным женским днем. Спасибо, я очень ценю ваши поздравления. Есть ли у тебя права? Нет, у меня только права виртуального помощника. Видите, даже у Алисы есть свои права. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки. И до новых встреч. Пока-пока.